Это программа «Новый Казахстан». Здравствуйте! Сегодня тема нашего разговора – административная юстиция в действии. И гость нашей студии – судья специализированного межрайонного административного суда Восточно-Казахстанской области Рсалды Какишева. Добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, вы можете дозвониться к нам по номеру 52 24 49 или прислать вопросы на номер WhatsApp +7 37 235 10 34. Итак, еще раз добро пожаловать к нам в студию. Тема, о которой мы сегодня будем говорить, она актуальна для всех, наверное, жителей, да, поскольку знание своих прав – это первоочередная задача, в принципе, да, каждого гражданина. И разъяснение этих прав сегодня задача как раз-таки нас, как представителей СМИ, и с помощью наших эфиров, да, мы стараемся как-то раскрыть немножечко хотя бы, да, вот такие темы, которые действительно для многих очень сложны, потому что если человека касается, например, тема там оформления каких-нибудь земельных участков, переоформления там наследства, еще что-то, человеку всегда требуется юридическая помощь, чтобы не попасть на уловки мошенников, которые сейчас очень часто в социальных сетях действуют от имени якобы нотариусов и так далее, да, мы должны разъяснять вот все эти моменты. Начнем с того, в чем принципиальное отличие административного процедурно-процессуального кодекса от ранее регулировавших споры с государственными органами. Так, всем еще раз здравствуйте, спасибо за возможность выступить вот именно с такой интересной актуальной темой. Ну, ранее вот эти споры, публично-правовые мы их называем, сфера споров между гражданами, юрлицами и государственными органами, она регулируется нормами Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, глава 29, если быть точнее. Но принципиальных отличий много на самом деле, но если мы будем говорить об основных, то это принципы. Как бы, конечно, часть принципов, она сейчас действующая в АПК, она и ранее в ГПК была, но то, каким образом они реализуются на практике и как это способствует осуществлению правосудия именно в этом виде судопроизводства, это, конечно, принципиально, на мой взгляд, как практикующий судья, я могу сказать. Но в первую очередь это принцип активной роли суда. Вот ранее в главе 29 ГПК роль суда сводилась, такая, знаете, к формальному регулятору процесса. То есть вот истец обращался с иском, как составил иск, обратился, написал как смог, ну там, если есть возможность, обратился к юристу, если нет, то сам. И от этого зависит, соответственно, качество иска, правильно? Доказательная база и, соответственно, исход дела во многом. И вот тогда в 29 главе мы не могли оказывать содействие той или иной стороне, то есть истцу или госоргану. Это могло восприниматься как оказание предпочтения кому-то, да, и, соответственно, мог встать вопрос об отводе судьи и так далее, заинтересованности, лоббирования интерес. Сейчас, к счастью, вот в рамках АПК есть такой принцип активной роли суда, и он как раз-таки характеризуется чем? Тем, что мы можем активно